Государственное казенное учреждение службы спасения республики существует с 1993 года. Здесь работает более 180 профессионалов своего дела. Сегодня, в преддверии 23 февраля, они переезжают в новое здание по адресу Труда 1. Сегодня мы переехали с нашей производственной базы, которая была в Мархе, в черту города, на территорию ФПК Якутия. Это значит, что значительно возрастает оперативность реагирования спасателей и значительно лучше условия работы для спасателей, для водителей. И больше машин будет находиться в готовности. И отсюда транспортная доступность удобно и в аэропорт, и в черте города работать. Поэтому я думаю, что это скажется на безопасности наших жителей. У нас в подразделении есть автомобильный отряд, есть аэромобильный. Это вот ребята недавно тренировались, ночные спуски с вертолета делали в лес. Взрывники есть водолазная группа, кинологическая группа, медицинская. Это все управление поисково-спасательных работ. Здесь более 20 машин будет в готовности стоять. И причем имеется здесь ямы и возможности для ремонта машин. Торжество началось с официальной части. За безупречное служение делу, плодотворный самоотверженный труд при несении службы, благодарственными письмами и памятными медалями от имени администрации города Якутска и правительства республики были награждены лучшие спасатели. Сегодня я рад, что мы открываем с вами, хоть и не новый, но почти новый объект. Это улучшит и облегчит вашу работу. Или с Мархи мы осуществляли наши выезды, добирались до дома и обратно на работу, или сегодня это фактически у нас в черте города Якутска. Поэтому, коллеги, всех поздравляю с наступающим праздником, мужским праздником, 23 февраля, Днем защитникам Отечества. Мы совокупили этот праздник как раз к открытию наших новых объектов, в том числе и здесь. Поэтому желаю всем вам успехов, здоровья и благополучия. Я хочу, чтобы на территории республики было намного меньше пожаров, меньше чрезвычайных ситуаций, меньше плохого и больше хорошего. С праздником и удачи всех! По решению председателя правительства именно обновить здание наших спасателей республики, именно здание передано старое здание ФПК Якутия, и на сегодняшний день отремонтировано полностью. Мы сегодня открыли это здание для того, чтобы полностью оперативно реагировали на выезды спасения людей. И, конечно же, именно обновление техники и так далее. Поэтому мы очень рады сегодня, что на открытие, чтобы мы открыли. И такой важный момент в преддверии праздника Днем защитника. Поэтому мы надеемся, что наши спасатели полной отдачей будут спасать людей и делать на благо нашей республики. Обновлено здание, это очень большая поддержка для того, чтобы оперативно выехать и так далее. Это очень большая поддержка. Это здание выкуплено где-то на 80 миллионов рублей, поэтому это большая поддержка правительства республики. Также в рамках мероприятия вновь вступившие в ряды службы спасения дали клятву верности своей профессии и получили долгожданное удостоверение. После завершения награждения началось самое интересное. Спасатели продемонстрировали в показательном выступлении все свое мастерство по аварийно-спасательной работе по вызволению человека, застрявшего в машине. Для сотрудников службы спасения такие задачи в порядке вещей. Руководство службы спасения считает, что переезд в новое здание значительно улучшит оперативность спасательной службы. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЯСИА.